Победителями не рождаются, ими становятся благодаря упорным тренировкам и воле к победе. Юному самбисту Амиру Аушеву, занявшему первое место на недавних соревнованиях в Астрахани, победа далась нелегко. В этот сложный вид спорта 3 года назад его привел отец. Мальчик учится в 5 классе и успешно совмещает и учебу, и спорт. Амир является примером для многих сверстников. На последних соревнованиях я был в Астрахани. Весовая категория у меня была 38 килограмм. Самая тяжелая схватка у меня была в финале. Я дрался с калмыком. Я одержал победу 4-0. Поздравить победителей соревнований приехал глава администрации города. Мэр Карабулака поделился, что старается всячески поддерживать ребят и пропагандировать спорт в родном городе. В первую очередь я стараюсь не пропустить ни одно мероприятие. Каждого ребенка, который победил или занял какое-то призовое место, мы всегда обязательно, как минимум, даем ему грамоту, вывешиваем баннеры с ребятами этими. Говоря о достижениях своих подопечных, тренер Ибрагим Чахкиев эмоций не скрывает. Он считает, что молодые спортсмены достигли хороших результатов. Даже любители знают, что слабым медали не даются. Но помимо постоянной работы над собой, каждому самбисту необходимо запастись удачей. Наши ребята выезжали и по дзюдо, и по самбо, город Астрахань. Оттуда 7 медалей привезли. До этого выезжали в Калмыкию, тоже 6 медалей было оттуда. Да, вчера поехали 2 мальчика у нас, выехали на международный турнир город Нальчик по дзюдо. Сильный турнир был, наш мальчик 3-е место занял, медаль привез, очень отрадно. Еще одну золотую медаль привез из Астрахани наш юный спортсмен Беслан Кациев, который выступал в весовой категории до 55 килограмм. Астрахань на соревнованиях по самбо и занял там 1-е место. Самая тяжелая схватка была в полуфинале. Я обыграл его 8-0. Также вчера Беслан Кациев выступил на международном турнире по дзюдо в Нальчике и вновь вернулся с медалью. Кациев Беслан показал очень хорошую борьбу. Выход в финал, дополнительное время только уступил борцу из Армении. За 3-е место он хорошо показал схватку, хорошо отборолся, чисто выиграл. Ребята мечтают покорить весь мир, стать олимпийскими чемпионами и готовы для этого максимально выкладываться. А совсем скоро они отправятся на северокавказский турнир по самбо в город Ставрополь. Зарема Ивлоева, Хава Ивлоева, Магомед Дидигов. Новости 24.